Лисы, волки, зайцы, норки и лоси. К подсчету диких животных в республике снова приступили охотоведы. Ежегодно они определяют динамику популяции лесных обитателей, кто активно плодится, а кого нужно брать под охрану. Это, в свою очередь, помогает планировать квоты для охотников. Валентина Смирнова побывала в роли следопыта и училась определять следы на ощупь. Один из маршрутов учетчиков начинается от Михайловского кордона. Впереди 10 километров лесной дороги, где можно проехать только на лыжах или снегоходе. Хозяин кордона, егерь Александр Харлов, напутствует. Лося тоже можно вытропить и увидеть. Но лису потруднее увидеть. Лис проще видно на дорогах, тех, кто ездит. Они в основном по дорогам бегают, лисицы. Волков тоже очень трудно увидеть. Он очень осторожный. Только следы зимой. Сначала на снегу только следы собак и людей, но скоро попадается и волчий. Популяция хищника стремительно растет в Коми с каждым годом. Предполагается, что их уже около 2000. Раньше я на 2-3 маршрутах мог встретить 1-2 пересечения, то в данный момент я на каждом пересечении встречал след волка. То есть даже не одного, даже стаями. По мнению специалиста, волк здесь прошел молодой, некрупный, и его след можно перепутать с собачьим, особенно когда снегом присыпало. Но на ощупь опытный следопыт отличие сразу найдет. Сверху он заметенный, а внизу, где он снег уплотнил, четко ощущается его лапа. Можете сами попробовать руку сунуть. Ощутите как раз 2 передних когтя. Ну вот я руку засунула, и что? Вот вы мягкий снег выбираете и доходите до уплотнения. Ну, вы уже, знаешь, немножко да далеко. Я, наверное, уже перешла. Теперь уже там есть ваш след. Да. Я ничего не понимаю, потому что... А вот, подождите. Вот уплотнение, чувствуете? Есть чуть-чуть, но я не понимаю, где там пальцы. А следы старого волка люди неопытные путают с лосинами. Убедиться, что здесь прошел именно сахатый, тоже можно руками. Раздвоенные копыта прощупываются легче. Кстати, в прошлом году охотоведы насчитали в Коми более 45 тысяч лосей. Новые цифры станут известны к весне. Погрешность такой проверки около 15%. По маршрутам учет зверей в Коми ведут более 60 лет. Каждую зиму егеря проезжают и проходят на лыжах по 3000 километров. Такая работа на тропе длится 2 дня. То, что обнаружили в первый, затирают. Мы просто его отмечаем любым возможным способом. Просто взяли мы его, перечеркнули и все. То есть завтра я пойду, я буду считать только свежие пересечения. Этот след я уже не посчитаю. Но, как и предполагал егерь, ни одного живого зверя в объектив видеокамеры не попало. Вот аккуратная строчка лисьих шагов. Рыжая петляла пару дней назад, а здесь недавно прошла куница, оставив приметную двойную дорожку. В дефиците оказались заячьи следы. После массовой гибели косых, предположительно от инфекции около 10 лет назад, полностью восстановить их популяцию так и не удается. Валентина Смирнова, Владимир